Регулярное ведение социальных сетей, то есть не в момент заявки, когда вы только подаете на грант, а заранее, заблаговременно создать свою группу, вести рассказы о жизни своей команды, достижениях, о том, как вы готовитесь к реализации вашего проекта. Пускай там будет мало подписчиков, там будет, у нас всего 400 подписчиков, если рассматривать группу организации нашей некоммерческой. Зато все свои. А кто-то накручивает, кто-то гонит туда этих собачек, фейковые страницы, 20 тысяч подписчиков, но при этом, если посмотреть по активности, там нет ни лайков, нет ни репостов, нет комментариев. Эксперты тоже могут появиться вопросы, то есть, возможно, обманывают. Финансовая отчетность публикуется, тоже это очень важно на сайте, если это благотворительная какая-то организация, ну и вообще некоммерческая организация, она желательно выставлять эти отчеты в открытый доступ. Имеется план информационного выступления проекта. Это то, как мы привлекаем наших участников, то есть как мы с ними общаемся в интернете, с помощью журналистов, мы проводим пресс-конференции, приглашаем каких-то медийных личностей к освещению нашего проекта. По смете я тоже быстренько пробегусь. Благо времени у нас не так много. Надо изучать. Прежде чем выстраивать запрос свой по смете, по бюджету, мы должны посмотреть, получали ли мы какие-то деньги ранее. Если у нас ранее никаких финансирования не было, то есть ни грантов, не было ни конкурсов, ни партнеров, мы сразу хотим миллионы, то, скорее всего, нам откажут. И поэтому я предлагаю всем начинать с малых сумм. Это и 50 тысяч, это и 100 тысяч, и 200, и 300 тысяч. Идти сначала в Росмолодежи, тем более. Если организации даже у вас некоммерческой нет, нужно проверить свою гипотезу через молодежный конкурс, через молодежные гранты. Проверили, зашло, там, получился проект, и дальше думаете, хотите заниматься этим как-то уже чаще, более систематично, хотите подниматься на новый уровень, тогда думайте о своей некоммерческой организации, о расширении команды. Смотрим, сколько лет организации, ну это касается больше некоммерческих организаций, смотрим на географию. Если, например, у нас проект локальный, муниципальный, то, как правило, нужно заявлять на сумму до 500 тысяч рублей. Это если мы делаем все это в отрыве от каких-то других еще показателей. Если у нас проект региональный, то, как правило, можно закладывать в смете от 3 миллионов рублей. Если федеральный, то от 10 миллионов рублей и выше. Но бывают исключения. Если у нас математика, грант это математика, это разные показатели. Мы сделали заявку на президентский грант, выиграли на сумму 8,9 миллионов рублей, это был 2017 год. Всего в проекте было в географии 4 города. То есть проект был, по идее, такой, около муниципальный, только Казань, вместе Набережные и Нижнекамск, все. И такие суммы нам должны были дать. Максимум 3 миллиона могли получить, не более. Но были другие факторы. Была команда, мощная команда, уже большое портфолио по организации этого проекта. У нас была большая материальная база у этой организации. У них было привлечено порядка 75 миллионов рублей. Мы заявлялись не от себя, мы заявлялись от наших партнеров, от Академии творческой молодежи, нашей мощной там местной организации. И вот это все было все это было учтено в заявке. По зарплате не закладываем больше 50% зарплату, чтобы, опять же, не думали, чтобы нам не отказывали по грубой формулировке, что мы хотим зарабатывать на проекте социальном, а не делать социальный проект. Это нельзя запрашивать зарплату, нужно смотреть положение каждого гранта. Мы пока учитываем категории рынка по закупке той или иной продукции, по футболкам, по кепкам, по зарплате мы посмотрим, сколько зарабатывает там программист такого языка, сколько зарабатывает там звуковик в данном сегменте, в данном городе. Надо ли покупать? Бывают такие дорогие позиции, что лучше взять в аренду, и об этом можно написать даже эксперт в ответном письме. Учитывается финансирование, дополнительные баллы, комментарии везде. Я пишу там и про футболку, зачем мне нужна, и про кепку, и про все, что есть в заявке, и про ручку, и про карандаши. И пишу это в связке с задачами, то есть под конкретную задачу, зачем мне нужен этот продукт. Выстраиваю связь с метой, обязательно часть заявки ударного плана. Все здорово, когда вы показывали какие-то мероприятия в основной части, в описании, когда вы показывали эти мероприятия в смете, и когда они у нас есть в ударном плане. Тогда у вас все очень логично сходится. В Росмолодежи отдельно нужно прикреплять файл смета с деталями. Там есть такая отдельная вкладка, она сейчас вбивается, так, можно сказать, автоматически. Раньше можно было прикреплять просто файл Excel. Сейчас нужно и автоматически вбить все эти параметры по всю вашу смету и приложить документ, чтобы вы не потеряли баллы. Придерживаться лимитов грантодателя, если они известны, где-то просто есть ограничения по суммам, по каким-то формам участия, по формам организации. И очень важно задуматься о профессиональной бухгалтерии. Если все-таки готовы идти в эту сферу, готовы начать свой грантовый путь, тогда думайте, что вот вы получили деньги, вот вам вы выиграли Росмолодежь грант, вам пришло 3 миллиона рублей на Сбербанк, вам нужно что-то делать, вам нужно потом отчитываться финансово, все брать чеки, акты накладные и потом идти это сдавать. Что лучше не просить? Оплату сотрудников лучше не закладывать где-то вообще, как я говорил, это можно читать в положении конкретного гранта. Где-то можно просить деньги на конкретных специалистов ради реализации проекта. То есть, если это проектная какая-то единица, тогда могут дать финансирование. Но не везде такое получается. В Росмолодежи, например, нельзя запрашивать на руководителя проекта и на заместителя руководителя проекта.
в президентском гранте можно оплачивать на штатных сотрудников, не более там 50 тысяч рублей на одного сотрудника в месяц, на привлеченных специалистов по договору. Аренду офиса и прочие помещения также касается этого момента, когда у нас идет запрос на помещение ради проекта, чтобы проводить там какие-то лекции, мероприятия, тогда это окей, это адекватно. Но если это будет помещение для того, чтобы собрать всех сотрудников, посадить туда программистов, бухгалтеров и тому подобное, это не совсем социальный момент, не совсем проектная деятельность. И это лучше тогда как софинансирование, как ваш личный вклад. Для закупки офисного оборудования, дорогие подарки, строительство недвижимости, возведение памятников, монументов. Мы один раз обратились по такому вопросу необычному. Егор, здравствуйте, мне нужно помочь оформить заявку на грант. Я спрашиваю, какой у вас проект? Они говорят мне, памятник белогвардейцам, белой армии. Я думаю, здорово, но это не совсем президентский грант, это вам нужно, может быть, в интернете собрать, меценатов искать. Люди все равно думают и хотят оформлять это все на грант. Думают, что это проект. Проект направлен на издание рукописи, об этом я говорил, книги «Тайны Гарри Поттера», регрантинг, прямая владельственная помощь, политические акции, реклама СМИ, дорогое оборудование, коммерческий проект, непредвиденный расход. Пример плохого запроса по бюджету. О примерах. Мне ко мне обращается: Егор, мы хотим заявить наш проект, он называет там творческие коллаборации, что-то такое интересное. Мы хотим 1 миллион рублей. Думаю, здорово, хороший у вас запрос. Но при этом у них охват в этом проекте. Один дворик в Казани, маленький дворик в Казани, один город, один день идет мероприятие, но в заявке, в календарном плане они 5 месяцев готовятся к этому одному дню, единственному. То есть, и при этом они ежемесячно получают зарплату 5 их сотрудников штатных 50 тысяч рублей в месяц. То есть они 5 месяцев не знают, чем занимаются ради одного казанского дворика. Я им говорю, ребят, вы, скорее всего, не получите грант, вам нужно уменьшить ваши запросы, немножко спуститься и попросить до 500 тысяч рублей. Они меня послушались, они запросили где-то 440 тысяч рублей и выиграли в президентском гранте. И потом приходили ко мне в офис, еще брали интервью. А могли просить 1 миллион рублей и пролететь, потому что баллов не хватило бы им. Это пример по плохой смете, когда мы хотим заставить весь свой офис какое-то лишнее оборудованием, гаджетами, мониторами, ноутбуками, а нужно запрашивать то, что действительно нужно для проекта. Проводим спортивные мероприятия, нам нужен какой-то спортивный инвентарь, нам нужны какие-то помещения, все то, что меняет нашу аудиторию в лучшую сторону. Например, еще такой по детальному подходу, когда мы показываем дорогую позицию, дорогую какую-то единицу, дорогое оборудование, услугу, нам нужно в комментариях обязательно, тем более, подтвердить, зачем, какая задача и почему такая позиция дорогая. Был случай, когда мы смотрели на дорогой планшет и видели, что почему он такой дорогой-то, вроде гораздо дешевле есть, почему он стоит 100 тысяч рублей. Но там была ссылка, мы по этой ссылке перешли, увидели, что это особый планшет, он используется для людей с ОВЗ, у него установлено особое программное обеспечение, и без этого планшета они не смогут реализовывать часть какого-то своего проекта. И поэтому это было оценено уже по-другому. Как понять финансы, об этом я говорил, есть краудфандинг, есть хороший пример. Но не все проекты нужно думать, все-таки мой проект это он грантовый, он прям социальный, или все-таки это что-то такое мое творческое, это моя хотелка, это, возможно, что-то интересное для какой-то моей аудитории. Может быть интересно сделать это на краудфандинге, это сбор денег в интернете. Есть фильм такой о зомби, первый фильм Казани о зомби, и деньги собирали на, если не ошибаюсь, на boomstar.ru. Они деньги собрали, все было классно, и там важно продумать, что вы будете давать в ответ вашей аудитории, вашим донорам. То есть деньги скидывают вам 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей. И вот они где-то за 1000, за 2000 рублей они предложили, скинули вы деньги, и вы получили возможность стать зомби в массовке. Я это, к сожалению, краудфандинговую компанию пропустил, я, может быть, сам бы оставил бы тоже это финансирование, поддержал бы. Кто-то идет еще дальше. Есть такая команда инициативная в Африке, партнеров здесь везде указать, они вот здесь везде указаны. Вот, здесь есть этот коммерческий партнер у форума? Один? А какой? Предприниматель. А он как меценат идет или прям... Как грант дает. То есть с отчетностью? Его условия, то есть пока не сам решает. Сам решает. Ну вот. То есть если есть такая возможность, имиджево включить вашего партнера, пробуйте. Мы, когда искали компанию Татнефть в 2016 году, мы открыли список 300 социально ориентированных компаний Российской Федерации и всем отправили коммерческие предложения. Сбор частных пожертвований где-то работает. Если у вас есть очень лояльная аудитория, они готовы вас поддерживать рублем. Честно скажу, Зеленый фитнес нас рублем не поддерживает в плане наших участников. Они ходят в наши мероприятия бесплатно. И к этому привыкли, думают, какой платить, зачем платить, продукт вроде бесплатный. Можно запускать сторонние коммерческие проекты. Это тоже, в этом ничего плохого я не вижу. Мы запустили недавно студию свою BTL мероприятие, мы делаем коммерческие заказы, продвигаем некие продукты, рекламу некоторых услуг. И делаем это вообще без связи с зеленым фитнесом, со спортом. Участие в тендерах. Но самое ключевое, что у нас есть проект с аудиторией,
Мы проверили его уже временем, наша аудитория уже известна нам. У нас есть манящие показатели для интеграции, то есть большие выходы там, на радио, в эфирах, там, в социальных сетях. Много у нас есть участников. Формула монетизации. Должно быть хорошее портфолио. То есть мы пошли от Невска, у нас было уже портфолио некое. То есть мы уже сезон 2015 года реализовали. И пошли не с пустыми руками, а с некоторыми концепцией. И мы понимаем особенности проекта и понимаем особенности города. Мы знаем, какие площадки можем задействовать, какие парки можем задействовать, если берем зеленый фитнес. Или тот или другой проект. Мы анализируем, что им интересно. Какая у них социальная миссия у той или иной крупной компании. Продающие презентации, конечно, делаем. То есть мы не делаем что-то в PowerPoint так быстро-быстро.